О самых заметных событиях пятницы 10 июня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Техника для борьбы с пожарами. Первые малые лесопатрульные комплексы прибыли в Якутию, куда направят машин. Ковид отступает. Настало время восстановления после инфекции. Расскажем о программах Центра медреабилитации и спортивной медицины. Россия – страна возможностей. Центр оценки и развития компетенций появился в СВФУ. Что он даст студентам? Сад памяти, ставшая уже международной, акция уверенно набирает обороты. Свой вклад внесли и работники Нерюнгринской ГРЭС. Аттракцион с привкусом экстрима. Лучший в республике веревочный парк появился в Ленске. Ну а вначале предлагаем брифинг по обстановке с пожарами в лесах Якутии. Последние данные озвучит первый вице-премьер правительства региона Дмитрий Садовников. С начала пожароопасного сезона на территории республики 52 лесных пожара. Это на 3384 га. И на землях иных категорий на 39 га было 7 пожаров. В аналогичном периоде прошлого года был 169 пожаров на территории на более 54 тысяч га. За текущий день обнаружено 15 лесных пожаров. Всего действует на текущую дату 19 лесных пожаров на общей площади 2881 га. Авиапатрулирование земель лесного фонда осуществляется в Хангаласском, Кобяйском, Татинском, Верхневилюйских районах. Авиационная работа осуществляется в Амгинском, Алекминском, Алданском, Нерюнгринском, Хангаласском, Усьманских районах. Также сегодня работал самолет-зондировщик Ан-30 для искусственного вызывания осадков в целях снижения класса пожарной опасности в заречных районах. На текущую дату тушится 9 лесных пожаров. Это Алданском 1, Амгинском 1, Нерюнгринском 1, Алекминском 3, Усьманском и Хангаласском по одному пожару. Работает на пожарах 94 человека. И за сутки прошлые ликвидирован 1 пожар. Сегодня в 9 пожарах работы по тушению ведутся. По 10 пожарам принимается решение о приостановлении или о тушении пожаров на местах. Это был брифинг по лесопожарной обстановке, а чуть ранее сегодня Дмитрий Садовников передал первые ключи от пожарной техники. 21 малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ «Фермер» в этом году поступит в Якутию. Первые 6 машин прибыли в Якутск и ключи от них вручили экипажам. Вместе с пожарными новую технику принимал наш коллега Александр Хавренко. Сегодня в республику прибыли первые 6 автомобилей, так называемых малых лесопожарных комплексов. Они оборудованы на базе автомобиля УАЗ «Фермер», оснащены всей техникой, которая необходима для экстренного реагирования, для экстренного выезда на лесные и ландшафтные пожары. Всего таких автомобилей в Якутию прибудет 21, это первая партия, и все они будут распределены по районам. Мобильный лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ со сдвоенной кабиной и кузовом предназначен для выездов в труднодоступные места, на место возникновения ландшафтных и лесных пожаров. Эта техника предназначена для тушения ландшафтных пожаров. Она оборудована 2 мотопомпами, а также емкостью на 500 литров и также рукавом на 100 метров. Также имеется штиль и ломы, все необходимое для тушения ландшафтного пожара имеется. Там ломы, лопаты, ранцевые устройства, все есть для тушения ландшафтных пожаров. В расчете 5 человек, получается водитель и 4 бойца. Их задача, во-первых, тушение ландшафтного пожара и защита населенного пункта от ландшафтных пожаров. После пожароопасного сезона прошлого года в республике было принято решение о создании в районах малых мобильных групп, которые в случае необходимости будут выдвигаться на место пожара. Благодаря той работе и той поддержке руководства нашего региона наши пожарные службы получают технику, мы зимой получаем большую технику. И
в этом году были созданы малые группы, которые должны работать по ландшафтным пожарам. И сегодня мы участвовали в мероприятии, когда получили первую партию техники, которая должны получить в этом году в рамках противопожарных мероприятий. Их 21, и сегодня мы получили 6. И мы, не дожидаясь всей партии, уже отправляем в ближайшие районы. Это прилегающие к столице наши районы. И районы, которые, скажем, заслужили чисто на своим организационными мероприятиями. Скажем, самый дальний район – это Сунтарский. Мы, безусловно, получим дополнительные еще партии техники, которая будет также распределена по районам. И благодарим, конечно, безусловно, нашего главу региона, правительства, коллег за поддержку, депутатский корпус за то, что поддерживает такие мероприятия. И, безусловно, обновление автопарка, тем более противопожарной, она всегда необходима жизни. Сегодня 6 районов республики получат в свое распоряжение новые мобильные противопожарные комплексы. И прямо с торжественного мероприятия по вручению ключей 6 автомобилей заступают на боевое дежурство. Ковид отступает, но врачи все еще стоят на страже нашего здоровья и успешно борются с последствиями перенесенной инфекции. В Республиканском центре медреабилитации и спортивной медицины с начала года прошли восстановительную программу более 280 человек. В центре используют современное и высокотехнологичное оборудование для коррекции здоровья, рассказывает Мария Кардашевская. Уже давно ни для кого не секрет, что просто вылечиться от ковида недостаточно. Нужно еще и пройти постковидную реабилитацию. В Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины мультидисциплинарная команда врачей, в которую входят терапевт, реабилитолог, врач лечебной физкультуры и даже психолог, подходит к каждому пациенту индивидуально. Сначала они его полностью обследуют, а затем составляют индивидуальный план реабилитации. Суточный стационар у нас на 30 коек, 30 койко-мест. Поток отделения примерно в месяц составляет 60 пациентов, то есть мы за месяц успеваем 2 потока пациентов принять. В среднем продолжительность реабилитации составляет 12-14 дней, и, в общем-то, этого срока, как правило, хватает для того, чтобы провести качественную реабилитацию наших пациентов. Пациенты здесь проходят множество разных процедур, начиная с лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики, заканчивая магнитотерапией высокотехнологичной установки магнитотурботрон, которая воздействует сразу на все органы, ткани и системы организма. Физиоотделение оснащено у нас, так же, как и магнитотурботрон на первом этаже, так и полимаг, который лечит токами, а также лазеротерапия, электрофорез. Наше отделение полностью оснащено физиотерапевтическими аппаратами. Каждый переболевший коронавирусной инфекцией может попасть в стационар по полису обязательного медицинского страхования. Для этого нужно просто обратиться к своему участковому терапевту или подать заявку через программу «Медведь». Ковидом я заболела еще осенью. У меня были осложнения, долго не проходила. Были, конечно, большие проблемы, одышка. И, конечно, там слабость, и кашель долго-долго не проходил. И мои врачи посоветовали поступить сюда, в этот реабилитационный центр. Об этом центре я даже не знала. Оказывается, у нас есть такой хороший центр. При выписке пациента также обязательно обследуют, измеряют объем и жизненные показатели легких и холостичность. Врачи отмечают, что у всех пациентов наблюдается улучшение всех показателей здоровья. Мария Кардашевская, Джулус Иннокентьев, Якутск. Также в столице провели научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы офтальмологии». Она организована совместно с Национальным медицинским исследовательским центром «Микрохирургия глаза» иркутского филиала. Ведущие специалисты России поделились своим опытом с якутскими разработчиками, показали и обучили новым методам лечения. В мероприятии очно приняли участие более 60 врачей. Дистанционно подключились офтальмологи из отдаленных районов. Сейчас приобретается самый современный лазер в Якутск. Благодаря, насколько я понимаю, президентскому гранту
И вот эта новая технология, мы сегодня как раз и делились о том, как ее выполнять. И я думаю, что эта информация для докторов, когда они получат, я думаю, в середине или к концу этого года этот лазер, будет очень полезна. Якутская республиканская клиническая больница продолжает систему выездной работы в районы. Офтальмологи провели операции на катаракту глаза жителям Намского, Горного, Устьялданского и Хангаласского районов. Сейчас бригада врачей работает в Хандыге, в Тампонском районе. Там уже провели порядка 60 операций. Далее специалисты отправятся в Татинский Улус. Более того, в этом году республика приобретет первый мобильно-диагностический офтальмологический комплекс, благодаря которому появится возможность выезжать в отдаленные арктические районы. Для пациентов, мне кажется, в первую очередь удобно, во-вторых, это экономно, потому что они не тратят средства и на проезд, и на проживание здесь, кто в режиме ожидания находится, ну и плюс экономят на тех анализах, которые иногда они забывают сдать по месту жительства. Самое главное, люди благодарны, мы чувствуем вот этот обратный отклик. Свои первые паспорта получили 20 юных жителей Якутска. Вручение документа прошло в торжественной обстановке и было приурочено ко Дню России. Выдавали паспорт в офисе центра «Мои документы», что стало возможным благодаря подписанию доп. Соглашения с МВД по Якутии. Ранее в офисах центра только принимали документы на оформление паспорта. Впервые в торжественной обстановке ребятам выдавали паспорта в канун столетия со дня образования республики. Хочу поблагодарить начальницу паспортного стола за то, что исполнила мою заветную мечту и указала дату выдачи в паспорте 1 июня. Это очень значимая дата для меня. Это День защиты детей и день рождения моей мамы. Я благодарна ей. Если юные якутяне и их родители пожелают также в торжественной обстановке получить паспорта, это можно будет сделать по предварительной записи. Выдача будет приурочена к федеральным праздникам и к республиканским праздникам. Центр студенческих инициатив открыли в Северо-Восточном федеральном университете. Произошло это в рамках второго форума университета и развития геостратегических территорий России. Там разместят центр оценки и развития компетенций, созданный при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Что этот центр даст студентам, расскажет Валерия Наумова. Центры оценки и развития компетенций начали создаваться с 2021 года платформой «Россия – страна возможностей» совместно с Министерством науки и высшего образования России по поручению президента страны. Центр компетенций создан для того, чтобы студенты могли, с одной стороны, оценить уровень развития своих надпрофессиональных навыков, быть более востребованными среди работодателей. Центр компетенций позволяет работодателям также понять, какие студенты сейчас есть уже в университетах, определить в какой-то степени образовательное направление для университетов, скорректировать, может быть, в какой-то степени то, что сейчас есть. На выходе каждый студент получает цифровое портфолио, а работодатель – специалиста с развитыми как профессиональными, так и надпрофессиональными компетенциями. За год создано 50 центров компетенций в 23 субъектах страны. Центры есть в каждом федеральном округе. Их работой охвачены уже более 100 университетов и 115 тысяч студентов. Преимущество открытия такого центра именно совместно с такой организацией – это у них есть всероссийская платформа, где студенты, начиная с первого курса уже до 4-го, до 5-го курса могут проходить диагностику, по итогам которого они получают обратный ответ, можно сказать, от платформы после прохождения тестирования, каких навыков им не хватает для того, чтобы стать конкурентоспособным по своей специальности. Если мы говорим насчет компетенций, то по основным образовательным программам они получают базовые компетенции. А вот я думаю, что самые важные компетенции – это универсальные. Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» предоставляет инструменты, разработанные совместно с ведущими консалтинговыми компаниями. Стоит отметить, что Центр оценки и развития компетенций СВФУ работает уже с ноября. И за этот небольшой промежуток времени провел оценку уже более 1000 человек. Валерия Наумова, Артем Алексеев, Якутск. Ставшая уже международной акция «Сад памяти» уверенно набирает обороты. К ней присоединяются школьники, студенты, общественные организации, предприятия. Свой вклад решили внести и работники Нерюнгринской ГРЭС. Продолжит Ирина Жданова.
Новый микрорайон Сосновый украсит березовая аллея. Акцию «Сад памяти» поддержали нерюнгринские энергетики. Не просто акция, это акция, и продолжаем мы вот акцию Всероссийского «Сад памяти». Это, в общем-то, и к Дню России, 12 июня, эта акция приурочена. Ну и просто, в общем-то, человек приходит в жизни, и он должен оставить после себя какой-то след. Всего в этот день работники станции высадили 25 саженцев молодой березы. Другие районы города украсят также ели, сосны и даже декоративные деревья, такие как рябина и черемуха. По нашим основным улицам и магистралям идет досадка кустарников. По программе «Комфортная городская среда» мы делали сквер в районе школы номер 2. Там тоже посадка идет на рябину. Заказали рябину, идет посадка рябины. Нерюнгринские энергетики принимают участие в акции уже второй год, поддерживая тем самым одну из ключевых задач современности – сохранение исторической правды и сохранение памяти о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а в преддверии государственного праздника Дня России наши корреспонденты опросили жителей и гостей Якутска. Вопрос звучал так: что для вас значит патриотизм? Патриотизм – это то, что когда человек предан своей родине и защищает ее всякими способами. Патриотизм – это желание любить родину, быть с родиной, родина вторая мать. Ну, в общем, все замечательные слова, которые учат нас еще в начальной школе, по-моему. Вот. Для меня, наверное, что-то такое вот неосязаемое, но очень-очень важное и нужное. Связываю с родиной, наверное, да, слово родина, слово малая родина, большая родина, да. Ну, то есть все начинается с этого. Мы любим свою родину, как бы стараемся ее защищать, да, отстаивать ее интересы. Место, за которое я готов воевать, отдать, ну, как бы защищать ее, помогать ей, отдавать всего себя. Да, любовь к отечеству, к своей родине. Патриотизм – это любить свою страну, какой бы она ни была, любить свой город, неважно, какой он красивый или плохой. Дорожить этим городом. Я вот, я живу сейчас не в Якутске, всегда рад сюда приезжать, то есть он для меня всегда будет родным, какой бы он ни был. В преддверии Дня России я призываю всех граждан сплотиться, объединиться, проявить солидарность. И вместе мы со всем справимся. Идем далее. Экологи Алроса выпустили в Лену 1 миллион личинок ряпушки. Таким образом, компания делает вклад в сохранение и восполнение водных биоресурсов. Подробности в сюжете. 300 километров. Такой путь проделали эти личинки ряпушки до прибытия в Ленск. Здесь специалисты Чернышевского рыбоводного завода и экологи Алроса выпустят их в Лену. Но сначала подготовка. Пакеты с мальками аккуратно укладывают в реку. Температура внутри и снаружи должна сравняться. В бассейнах у нас температура ниже, здесь уже вода более теплая, 12,5 градусов. В течение получаса проходит выравнивание температуры, чтобы не было резкого перепада. И через полчаса, сейчас вот уже сколько, минут 15 осталось, пакеты надрезаются, личинка выпускается, после этого личинка расходится по берегу, течением разносит, и там она уже свое место найдет. В 15 пакетах 1 миллион личинок ряпушки. Икру готовили с сентября. Все это время она находилась в инкубационных аппаратах при температуре немного ниже 0. В конце мая из икры появились личинки ряпушки. Зарыбление – вклад Алроса в сохранение и восполнение водных биоресурсов. Компания ежегодно выделяет средства на восстановление популяции сиговых пород рыб в реках республики. С 2019 года финансирование увеличили в 3 раза. В этом году запланирован выпуск личинок и мальков различных видов рыб на сумму более 10 миллионов рублей. Помимо основных обязательств по комплексной программе акционерная компания проводит также мероприятия по зарыблению за счет собственных средств в добровольной инициативе. Сегодня акционерная компания осуществила выпуск 1 миллиона ряпушек на территории города Ленска, на реке Лена, получается. Это достаточно дорогое мероприятие. Акционерная компания «Алроса» затратила на это более 10 миллионов рублей. Выбор места для переезда личинок в естественную среду определяет Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства согласно рекомендациям научных организаций. В Лене количество промысловых рыб за последние десятилетия заметно уменьшилось, говорят ученые. Согласны с ним и рыболовы.
Ну, мероприятия, конечно, задумали хорошие, как бы рыба нужна. Гляньте, какая большая река, а рыбы как таковой не хватает. Ну, на сегодня я вижу ряпушку как бы выпускают. Вроде бы дело очень хорошее, полезное. Нам бы сюда еще осетров бы добавили, побольше бы такого. Эффективность зарыбления показывает коэффициент промыслового возврата. В Ленске мальков выпускают уже второй раз. Специалисты Чернышевского рыбзавода ожидают, что с каждой партии в промысел вернется 0,01%. Это означает, что из каждых 10 тысяч личинок промысел может взять одну рыбу. В Министерстве экологии Якутии отмечают, сегодняшнее состояние популяции сибирской ряпушки в бассейне реки Лена позволяет вести стабильный промысел. Олеся Васева, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край». В Усть-Нере в торжественной обстановке открыли памятную доску Василию Местникову. В разное время Василий Александрович работал главой Эмиконского района, был народным депутатом, председателем постоянного комитета по вопросам местного самоуправления Госсобрания Илтумен. Продолжит Светлана Поцелуева. Сегодня, в день рождения Василия Александровича Местникова, нашего земляка, ставшего видным общественным и политическим деятелем республики, в Усть-Нере торжественно открыли памятную доску. За все это время, сколько я его знал, его всегда отличала человечность, доброжелательность к людям, жизнерадостность. И сегодня я вдвойне рад, что в день его рождения столько народу собралось здесь, возле его дома, где он жил долгое время. Память о нем будет вечной, останется в наших сердцах. Собравшиеся вспоминали, что Василий Александрович всегда на первое место ставил интересы жителей. Он верил в лучшее и мог вселить эту веру в любого человека. Все годы на посту главы района и в должности председателя постоянной комиссии Госсобрания Илтумен он работал для людей и ради людей. В ознаменовании его заслуг в социально-экономическом развитии района постановлением главы администрации района утвержден грант памяти Василия Александровича Местникова в размере 50 тысяч рублей, лучший ученик года и лучший студент года. На митинге озвучили имена победителей. Грант имени Василия Александровича Местникова в номинации «Лучший ученик года» присуждается Беляевой Саине Ефимовне. Номинация «Лучший студент года» присуждается Ашеину Любомиру Васильевичу. Любовь и уважение на севере заслужить нелегко. Василий Александрович Местников заслужил их с достоинством и честью. Его целеустремленность, справедливость и честность, желание служить людям всегда будем помнить мы, благодарные жители Аймеконии. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Почти неделя прошла после запуска детских центров отдыха. Стартовал летний сезон в лагерях. В Якутии свыше 500 учреждений организовывают летний детский досуг, в том числе и лагеря дневного пребывания. Так, 355 детей из столицы отдыхают в оздоровительном лагере «Фантазия», который ежегодно организовывает Дворец детского творчества. В программе лагеря развитие детей по нескольким направлениям, от естественно-научного до социально-гуманитарного. Ребят ждут игры на свежем воздухе, конкурсы, викторины, мастер-классы и многое другое. Запись у нас была организована с 18 мая через портал «Еду Якутия». Каждый желающий родитель мог попасть в лагерь, подав заявку. Но, к сожалению, места, конечно же, ограничены. У нас 355 мест полностью забронированы. Да? Те, кто первыми успели, все попали. Но в следующем году мы будем ждать также родителей и также организовывать летнюю кампанию для наших детей. Ну а в лагере «Алмаз» в Ленске появился лучший в республике веревочный парк. Его несколько дней устанавливали специалисты из города Сочи, а сегодня он готов к эксплуатации. Светлана Балеева о первых впечатлениях. В этом году ребят, отдыхающих в лагере «Алмаз», порадуют новые аттракционы. На его территории уже установлен веревочный парк и скалодром. Внушительная конструкция была заказана из города Сочи. Оттуда же прибыл специалист, который установил аттракцион. На сегодняшний день это лучший веревочный парк по всей республике. Ему нет равных. 2 уровня. Первый – это детский, второй – подростковый. И еще у нас на одной из грань, получается, каркаса смонтирован скалодром, размеры 3×6, 2 линии и также сделан со страховкой. Преодолевать препятствия ребята смогут только под руководством инструктора и обязательной страховки.
Первыми новый аттракцион проверили директор лагеря Ксения Попова и директор СРГ Анна Барбашова. На территории республики это единственное сооружение таких масштабных размеров. Мы, конечно же, когда была приемка, в первую очередь прошли сами испытания. Под большим впечатлением находимся по сей день. Это очень интересно, это очень захватывающе. Но мы думаем, что все дети обязательно будут в восторге и всем очень понравится. Прошлым летом в лагере «Алмаз» появились новые батуты, качели, велосипеды, самокаты, инвентарь для бассейна. В этом году помимо веревочного парка буквально на днях на оздоровительной базе появится новый большой надувной батут, детские площадки, а также качели-паутинка. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.